В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Итоги дня». Мы расскажем вам о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко, и в этом выпуске. Пассажирский поезд Нерюнгри-Хабаровск задержали у закрытой после обрушения станции «Свободный». Сейчас там ликвидируют последствия аварии, а пассажиров переводят в другой состав по ту сторону станции, чтобы они могли продолжить путь. Алмаз-Энергетбанк помогает пострадавшим от весеннего паводка в Якутии. Компания и ее структурные подразделения завершили сбор материальной помощи. В Мирнинском районе решают проблему с нехваткой земельных участков для многодетных семей. Местные власти видят выход из ситуации в предоставлении части земель Алросы. Согласится ли алмазный гигант на такой шаг? В Якутске продолжается борьба с нелегальным сливом сточных вод в канализации. Почему, несмотря на штрафы и предписания, водители продолжают ставить под удар экологию города и здоровье жителей столицы? Сегодня во всем мире отмечают День почты. О том, как проходит работа почтальонов в столице Южной Якутии, сюжет коллег из Нерюнгри. Ленские пауэрлифтеры вернулись с победой с чемпионата мира в Екатеринбурге. Соревнования такого масштаба ленчане посетили впервые и поделились своими впечатлениями от увиденного. Десятки тысяч человек эвакуировали на Украине из-за взрывов на складе боеприпасов. Инцидент произошел в Черниговской области. Взрывы начались в ночь на вторник в районе поселка Дружба. СБУ в качестве одной из версий рассматривает диверсию. По данным ведомства, на складе хранили около 88 тысяч тонн боеприпасов. К утру, по словам очевидцев, каждую секунду проходило 2-3 взрыва. Из-за них в районе арсенала закрыли воздушное пространство в радиусе 20 километров и приостановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Около 10 тысяч человек эвакуировали, более 60 пострадавших обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения. О погибших пока сообщений нет. Сегодня утром на железнодорожные пути в Амурской области рухнул мост. Авария привела к приостановке движения по Транссибирской магистрали, в том числе задержан состав, следовавший по маршруту Нерюнгри-Хабаровск. Подробнее о случившемся расскажет Алена Островская. Автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный в Амурской области России. На рельсы упали 2 пролета виадука. Инцидент произошел, когда по эстакаде проезжал грузовик с песком. Под ней двигался товарный состав. По данным Минздрава региона, водитель самосвала – единственный пострадавший. Его доставили в больницу с открытым переломом ноги и другими травмами, но угрозы жизни нет. Из-за обрушения приостановили движение по Транссибирской магистрали. На расчистку путей уйдет несколько часов. Представители Забайкальской железной дороги пообещали, что на движении пассажирских поездов эта ситуация не отразится. На месте происшествия работает следственная группа. Региональные власти сообщили, что по предварительным данным причиной обрушения стал проезд груженного самосвала. Однако, как мы и сообщали ранее, пассажирский маршрут Нерюнгри-Хабаровск, который должен был проследовать на станцию Свободный в 16:16 по местному времени, задержан из-за продолжающихся работ по ликвидации последствий обрушения моста. Сейчас пассажиров пересаживают в другой состав по ту сторону станции, который двигается по маршруту Владивосток-Москва, чтобы они могли продолжить путь. В Нерюнгринскую больницу доставили пострадавших с предположительным диагнозом отравления. По их словам, во время ужина ели привезенного из Нижнего Новгорода сама и домашнюю настойку в пластмассовой бутылке. Пациенты в больницу поступили еще в пятницу, но только спустя время родственница одной из пострадавших обнаружила исчезновение автомобильной жидкости антифриза. Предположительно, перед застольем они перепутали бутылки. Анализы пациентов направили для исследования в Якутск. В данное время их лечат по диагнозу ботулизм. Сейчас такая ситуация. У нас, с одной стороны, есть признаки ботулизма, а с другой стороны, отравление суррогатами алкоголя. Женщина очень тяжелая, у нее нарастает почечная недостаточность, она в сознании, но по анализам отрицательная динамика у нее.
В Ленском районе завершается навигация маломерных судов. Начиная с завтрашнего дня лодки, спущенные на воду, будут вне закона, а их хозяев будут привлекать к административной ответственности. Сотрудники ГИМС сообщили, что проверять документы судоводителей может не только их служба. Такие полномочия есть и у рыбоохраны, и у транспортной полиции. Они также могут составить протокол и передать дело в ГИМС. За эту навигацию сотрудники Ленского района завели около 70 административных дел. Отсутствие документов и нарушение правил плавания влечет административное наказание, начиная с минимальных штрафов от 100 рублей и до 2-3 тысяч рублей, и даже лишения прав. Вот за крайний рейд, который сейчас сделан был неделю назад до Витима, было проверено 18 лодок, из них составлено 6 административных протоколов. Тоже в основном забыл жилет дома или забыл букву написать бортового номера. Такое вот. Судоходство на реке в вечернее время суток интенсивное. Поэтому, уважаемые судоводители, будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила плавания, не нарушайте их. По судовому ходу ходить, по судовому ходу, где ходят большие суда, запрещено маломерным судам ходить. В результате весеннего половодья якутянам нанесен ущерб, требующий колоссальных затрат. Помощь выделяли и из федерального, и из регионального бюджетов. В стороне не остались и коммерческие организации. Так, Алмаз-Эргенбанк и его структурные подразделения собрали материальную помощь. О том, на что ее потратили и скольким пострадавшим удалось помочь, расскажет наш корреспондент Кристина Якупова. Район Промкомбинат, где проживает вдова Оксана Симонова с детьми, во время нынешнего паводка пострадал больше всех в Амге. В тот день Оксана, услышав о приближении воды, в первую очередь собрала детей и отправила их к своим родителям в Амгу. Когда вернулась за документами и необходимыми вещами, дорога была уже полностью затоплена. Сейчас мать занимается восстановлением документов. К счастью, многодетная мать попала в список тех, кому была оказана адресная помощь от Алмаз-Эргенбанка. Благодаря этому Симоновым удалось восстановить дом и перевести его на другое место. Выражаю огромную благодарность коллективу Алмаз-Эргенбанк. На эти средства я купила стройматериалы. В помощь пострадавшим все сотрудники структурных подразделений Алмаз-Эргенбанка перечислили свою однодневную зарплату. Кроме того, был организован сбор вещей и предметов быта. Более 1 700 000 рублей направили сотрудники Республиканского Алмаз-Эргенбанка и его дочерних компаний семьи, пострадавшим от паводка, многодетным семьям из Амгинского, Хангаласского, Сернеколымского и Татинского улусов. Также в мае во время благотворительного телемарафона мы передали 500 000 рублей. Мы смогли помочь людям, оказавшимся в беде. Это говорит о сплоченности якутян. Алмаз-Эргенбанк и в этот раз идет навстречу пострадавшим. В августе этого года было принято решение снизить процентные ставки от действующих установленных при предъявлении документов от муниципалитета. Например, по ипотечному продукту на строительство индивидуального жилого дома снижение процентной ставки составит 1% от утвержденных ставок. На текущую дату по потребительским кредитам, в том числе благоустройство, простые решения, и по другим ставка будет снижаться на 1,5%. Напомним, на территории республики от паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых реках пострадали 47 населенных пунктах в 12 районах и на территории Якутска. Затоплено более 1000 жилых домов в 41 населенном пункте, в которых проживает более 4000 человек. Ущерб от паводка превысил более 1 миллиарда рублей. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Якутии был объявлен в мае этого года. Кристина Якупова, Евгений Новгородов, Якутск. Сейчас короткая реклама, после чего вернемся и расскажем о следующих событиях. В Мирнинском районе решают проблему с нехваткой земельных участков для многодетных семей. Местные власти видят выход из ситуации в предоставлении части земель Алросы. Согласится ли алмазный гигант на такой шаг? Лично ознакомиться с проблемами горожан депутат Илтумен провел объезд университетского избирательного округа. Сегодня во всем мире отмечают День почты. О том, как проходит работа почтальонов в столице Южной Якутии, расскажут наши нерюнгринские коллеги.
Это программа «Итоги дня», и мы продолжаем выпуск. В Мининском районе решают проблему с нехваткой земельных участков для многодетных семей. Администрация Мирного предложила компании «Алроса» включить их земли в состав инженерных коммуникаций на территории будущего аэровокзального комплекса. Несмотря на то, что администрация обеспечила земельным участкам более 300 многодетных, в списке еще почти 400 семей, а осталось всего 194 территории. Части, северо-восточной части города, это район аэропорта. Вот, в той части, где будет акционерная компания «Алроса» строить новую дорогу, новые инженерные коммуникации, по ориентировочным прикидкам там можно образовать 400 земельных участков. К сожалению, по теплоснабжению мы там не проходим, потому что взлетно-посадочная полоса, вот, где будет образован новый аэровокзальный комплекс, будет обеспечиваться от северо-восточной котельной. А нагрузка там, к сожалению, уже будет исчерпана. И мы будем думать, как обеспечить жилую зону в данном районе северо-восточном уже другими ресурсами. То есть мы сейчас уже обсуждаем это и с «Алросагаз», и с западными электрическими сетями ПАО «Якутскэнерго», какие возможности есть у них. Дорогу по маршруту «Удачный» Верхнемунское месторождение в Якутии ввели в эксплуатацию. Расстояние между месторождением и обогатительной фабрикой, на которую будут доставлять руду с Верхней Муны, составляет более 150 километров. Дорога предназначена для транспортировки сотрудников компании, перевозки грузов и проезда технического транспорта из города до месторождения. Создание технологического проезда до месторождения компенсируется компанией за счет средств субсидии из федерального бюджета в размере 8,5 миллиардов рублей в рамках оказания государственной поддержки на создание инфраструктуры для реализации крупнейших проектов на Дальнем Востоке. В Якутске продолжают бороться с нелегальным сливом сточных вод в канализационные колодцы. В частности, с водителями ассенизаторских машин, которые полностью игнорируют требования водоканала, тем самым подвергая опасности не только экологию города, но и здоровье жителей. Дмитрий Тымыров разбирался, в чем опасность такого поведения и почему, несмотря на предписания, нарушения все еще продолжаются. Зафиксирован слив. Якутск – поселок геологов, одно из излюбленных мест водителей ассенизаторских машин. Именно здесь они чаще всего несанкционированно сливают сточные фекальные воды. На самом деле, да, вот каждый раз я езжу здесь примерно, сколько раз, по 6 в день. И каждый раз, когда я еду, здесь по 2-3 машины сливаются. Сотрудники водоканала выезжают в очередной рейд и снова фиксируют несанкционированный слив сточных вод. Однако, завидев специалиста водоканала и съемочную группу, водители фекальных машин сразу же приостанавливают свое грязное дело и экстренно покидают место преступления. По словам инспектора водоканала, таких точек, где машины незаконно сливают сточные воды, в столице более 10. Таких точек, наверное, где-то 15 в среднем, которые постоянно пользуются спросом у фекальщиков. Это какие? Это Накфени, Мерзлотка, поселок геологов, вот КНС геолог, потом СМУ-16, автодорожная, перекресток Красильникова, автодорожная. Так, еще что? И на Кирсанова, возле здания ЕКСМК. Здесь, в поселке геологов, специалисты засыпали колодцы землей, но водители ассенизаторских машин разрыли землю и специальным инструментом проделали дыры в трубе, через которые они и сливают фекалии. Вскрывает в течение 3-5 часов после того, как мы завариваем. У нас аварийная служба, которая постоянно ездит, занимается одними только канализационными колодцами. Все время варим. Они в течение 3-5 часов вскрывают и продолжают сливать. Сточная вода, которая сливается ассенизаторскими машинами вот в такие колодцы, обогащена кислородом, который впоследствии очень пагубно влияет на канализационные трубы и приводит к их коррозии. Вода, которую вывозят они, сточная вода канализационная, очень агрессивная. И наши сети, самотечные линии, они съедают в буквальном смысле слова. Она, соприкасаясь с воздухом, обогащается кислородом и становится очень агрессивным по отношению к черному металлу.
Только в этом году за ремонтный сезон работники водоканала поменяли более 15 километров канализационных труб, часть из которых пострадала именно из-за слива сточных вод. Вот, к примеру, я скажу, сейчас очень интенсивно сливаются машины, сливаются в районе Маганского тракта 2 километр. Это где проблемообъединение. Там многоквартирные дома есть. Оттуда из этих домов идет в сторону города самотечная линия 325-я труба. Вот эта труба на сегодняшний день стала нуждаться в капитальном ремонте, замене, поскольку она стала такая тонкая, как бумага. Специалисты водоканала отмечают, что с таким отношением к сточным водам и коммунальным трубам недалек тот день, когда канализационная вода будет угрожать разливом всей столицы. Вот это, где сливается, она проходит через весь город. Поэтому они негативно влияют в целом на всю систему канализационного города. Точка слива сточных вод в районе поселка Геологов находится за 18-й школой. Здесь ходят дети, и они как раз проходят через самопальные люки, которые проделывают водители. Есть опасность провалиться в зловонную яму, а также высока вероятность подхватить инфекцию. Углекислый газ выделяет, содержит высокое содержание азота, много биологических соединений, которые разлагаются со временем. Это кишмя кишит там все. Поэтому обязательно должна без разливов по территории, особенно летнее время, попасть на очистные сооружения. Штраф за нелегальный сброс сточных вод сегодня составляет всего 1000 рублей. Этого ничтожно мало. После первого указа главы региона о сохранении экологической безопасности городские власти просто обязаны решить вопрос и с несанкционированным сливом сточных вод. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. По просьбам горожан спикер Госсобрания Ил-Тумен, народный депутат Петр Гоголев, проинспектировал объекты благоустройства в университетском избирательном округе. Наш корреспондент Марьяна Кутукова узнавала, что беспокоит жителей округа и как им можно помочь. Пешеходка вроде есть, а вроде и нет. Так о пешеходном переходе на улице Каландрашвили говорят жители университетского избирательного округа. По их мнению, нынешнее местоположение не актуально. Его необходимо перенести. Как ни крути, люди переходят дорогу совершенно в другом месте. И никакие штрафы за это им не страшны. Хотим, чтобы пешеходный переход стоял на том месте, где он более всего выгоден для жителей. Это переход к остановке и переход к магазину. Потому что все магазины здесь, большой магазин здесь, а остановка вот она. Мы переходим здесь, мы стоим здесь. По 10 минут бывает иногда. Во время объезда поднимали вопрос и о ремонте дворовой спортивной площадки. Там же, на улице Каландрашвили. При этом нужно не только ремонтировать, но и решать извечный вопрос с дальнейшей эксплуатацией. Это вопрос непростой же. Взяли, построили, а потом взяли и оставили. Стоит она 2-3 года и, естественно, ломается. Это комплексно надо к этому подходить. Показали спикеру Ил-Тумен и новое общественное пространство на улице Лермонтова возле озера Сайсары. Здесь ремонтные работы уже заканчиваются, однако заасфальтируют дороги только весной. Хотим услышать, какие вопросы ставят наши избиратели, сотрудники бюджетной сферы. На что обратить внимание, в том числе мы сейчас находимся, где создается уникальное общественное пространство. Это расположено рядом с нашим озером Сайсары. Надеемся, что такие объекты, они будут украшать, не просто украшать наш город, но и давать стандарты развития. Решения же по рассмотренным во время объезда вопросам будут рассматриваться в ближайшее время. И, как отметил Петр Гоголев, отныне такие объезды по инициативе самих горожан будут проводиться чаще. Марьяна Кутукова, Евгений Новгородов, Якутск. В конце года в Тологино-Кильдянском наследии распахнет свои двери новый детский сад на 240 мест. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас на строительной площадке одновременно работают 6 бригад. Идет монтаж электрической сети и вентиляции, также отделочные работы. Площадь нового детского сада составляет 4000 квадратных метров. В здании будет работать и лифт. Полностью выполнена кровля.
полностью выполнен фасад, ведется работа по благоустройству наружному, завершены работы по внутреннему отоплению, ведутся работы по электроснабжению. На днях мы планируем подключить здание к теплу и начнется работа по внутренней отделке, такие как плитка, покраска. Как видите, уже под чистовую отделку стены полностью отделаны. И согласно соглашению мы должны завершить данный объект до конца этого года. Сегодня во всем мире отмечают День почты. О том, как ведется работа в головном предприятии Нерюнгри и как поздравляли почтальонов города, расскажет Александра Цыбикова. В Нерюнгринском районе 12 отделений почтампа, а также в структурном подразделении находится 20 отделений Алданского района. Головное отделение за один рабочий день обслуживает в среднем 300-400 человек. Сторона у нас большая, и почтальоны помогают жителям поддерживать связь с друзьями, родственниками и деловыми партнерами из других регионов и зарубежья. У нас работает порядка 15 операторов, 15-16 операторов, которые работают именно с клиентами в клиентском зале. Плюс у нас есть почтальоны по доставке корреспонденции, есть почтальоны по доставке пенсии. Сегодня наряду с традиционными услугами федеральной почтовой связи получили широкое развитие новые услуги. Электронная ускоренная почта, реализация печати, прием коммунальных и иных платежей, посылочная торговля, перевозка грузов, ксерокопирование и ламинирование документов. С 2014 года реализована программа мобильного почтового кассового терминала для обслуживания на дому пенсионеров и инвалидов. В услуги входит оплата сотовых операторов, квартоплата, страховые услуги. Интересно работать с посылками. Каждый день я узнаю что-то новое, что я никогда вообще и даже представления не имела, как вообще принимают посылки, отправляют письма, как клеятся марки на письма, от чего зависит стоимость пересылки того или иного почтового отправления. То есть, в принципе, работа это очень интересная, и я не понимаю, почему молодежь не идет работать на почту. Это очень интересно. На октябрь этого года была запланирована реконструкция, но в связи с большим объемом работы, захватывающей и центральное отопление, было принято решение перенести на март следующего года. Объем перевозимой почты только в этом году за 8 месяцев составил более миллиона, 1 643, по-моему, там отправлений, куда входит больше интернет-заказов. Сейчас идет электронная очередь у нас установлена. Это для распределения по кассам, по всем видам услуг. На всех кассах оказываются все виды услуг. Все кассы у меня универсальные. Это прием посылок, переводов. Получается, работники почты могут дважды в год отмечать свой профессиональный праздник. Это Всемирный и Всероссийский день почты. Учитывая сложность их работы, позитивные эмоции явно не будут лишними. Александра Цыбикова, Яла Мосов, Нерюнгри. Сотрудница Алданской библиотеки с учениками городской школы реализует волонтерский проект. Наш корреспондент Татьяна Вахнина узнавала, сколько добрых и полезных дел уже сделано и что в планах у юных добровольцев. Сюжет этого ролика прост. Домашними делами теперь в семье занимается папа, потому что маме некогда. Она читает. К чтению ее приучила школьница-дочь. Видео сняла участница проекта волонтерства и добровольчества, реализуемого сотрудницей библиотеки имени Некрасова. Называется он «Волонтеры книжной культуры». Мы его проводим на базе Алданской гимназии с учащимися 8-9 классов. Изначально у нас была цель, чтобы школьники, которые читают, любят литературу, приучили к чтению своих одноклассников, друзей, знакомых. Первоначально проект Людмилы Костиковой, охвативший 12 человек, подразумевал формирование у подростков увлеченности литературой и популяризацию чтения. Вскоре, однако, ребята открыли для себя иные интересы. Проведение культурно-массовых мероприятий, организация праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с энтузиазмом принимались за любое дело. В частности, мы занимались благотворительностью, собирали средства для бездомных животных. В Кошкин дом мы ходили с волонтерами, туда носили гостинцы. Ходили в детские организации «Умка», в организацию «Дари добро». Там оказывали помощь. Ну, в виде проведения утренников, каких-то праздников. Мои волонтеры выступали, читали стихи. Любой социальный проект – точно живой организм. Он растет, развивается и видоизменяется. Главная ценность волонтерской деятельности Людмилы Костиковой заключается, пожалуй, в том, что активные и готовые действовать подростки сплотились.
очень ответственные, активные, с очень четкой жизненной позицией. Они принимают участие во всех мероприятиях, которые проводятся в гимназии. Это люди, которые держат слово, и если они взялись за какое-то дело, то они обязательно доведут его до конца. Предполагается, что реализация проекта продолжится и по завершении года волонтерства. Проект станет профориентационным. Для сверстников и младших товарищей волонтеры-школьники будут готовить экскурсы в различные профессии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Северо-Восточном федеральном университете открылся образовательный центр корейского языка и культуры Института имени короля Сиджона. Набор начался еще в августе, а занятия с 3 сентября. Датой же торжественного открытия выбрали именно 9 октября, так как в этот день отмечается праздник корейской письменности. Слушателями центра могут стать школьники, студенты, работающие якутяне. Обучение проводят преподаватели кафедры и приглашенный преподаватель из Кореи Ким Ми-йон. Занятия проводят в группах в вечернее время, 3 группы для начинающих и 1 группа для слушателей с базовым уровнем. Я стал ходить чуть позже, на неделю позже стал ходить, где-то с 9 сентября. Я нахожусь в самой продвинутой группе сейчас. Мой учитель Ким Ми-йон Цинциним. Она кореянка, получается, и она ведет только у нас. Еще есть 2 начальные группы. В любом возрасте можно выполнить и норматив мастера спорта. В этом уверены мирнинские лучники. Они победители и призеры республиканских, российских и международных турниров. Ивана Филиппова узнавала, какой нужно пройти путь, чтобы стать мастером стрелкового дела. Никита Белоусов проверяет натяжение тетивы своего лука. Так начинается ежедневная тренировка спортсмена. Сегодня он готовится ко всероссийским соревнованиям. Говорит, вполне сможет побороться за золото. Уверенности ему придает недавняя победа на первенстве России. Впереди надежды России. И я хочу выполнить на этих соревнованиях мастера спорта. Отличный результат показала и работник Нюрбинского горно-обогатительного комбината Евдокия Петрова. Стрельбой занимается непрофессионально, в свободное время. Но это не помешало лучнице завоевать золото на республиканских соревнованиях. В составе сборной команды Якутии Евдокия участвовала на всемирных играх кочевников. С международного турнира она привезла бронзовую медаль. Эти победы тем более удивительны, ведь стрельбой из лука начала заниматься всего 1,5 года назад. Были соревнования Манчары в Верхневильнюске, там Мирнинский район собирал сборную. И вот как раз не хватало женщин, там ветераны. И вот и как бы чисто случайно вышли на меня и сказали: давай попробуй. В новом сезоне в секцию стрельбы из лука культурно-спортивного комплекса записались 20 новичков, все школьники. Как показывает практика, большая часть оставит это занятие. А вот взрослые приходят сюда осознанно. В нашем виде спорта в любом возрасте можно достичь результатов. Главное – самоотдача. Путь к большим победам требует и больших затрат. На начальном этапе ребятам предлагают учебный лук, затем каждый приобретает свой. Например, классический лук обойдется примерно в 140 тысяч рублей. Несмотря на это, желающих заниматься стрельбой немало. У всех одна цель – выполнить норматив мастера спорта. Какой солдат не хочет быть генералом? Конечно, мастера. Это возможно? Почему бы и нет? Это реальное желание. Главное захотеть и стремиться к этому. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Оленские пауэрлифтеры вернулись с победой с чемпионата мира «Золотые тигры», который прошел в Екатеринбурге. Соревнования такого масштаба ленчане посетили впервые и поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом Светланой Балеевой. 1500 участников, среди которых и 3 ленских пауэрлифтеров. Они боролись за разряд мастера спорта. В итоге 2 стояли на пьедестале. Такого результата спортсмены, признаются, не ожидали. Вообще, чтобы попасть в медали, я вообще не ожидал. Для меня это большое достижение. Ехали мы вообще не за медалями, потому что очень большое количество участников, да, не знаешь, когда соперника.
не знаешь, какие возможности у кого. То есть ехали именно за разрядом мастера спорта. Ехали, не переживали, ехали набирать именно сумму на мастера спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Это значит, как бы наша такая была цель на год, с которой мы как бы удачно справились. К чемпионату мира ребята готовились целый год. Параллельно выступали на районных и республиканских соревнованиях, всегда занимая призовые места. Изнурительные тренировки в режиме нон-стоп по несколько часов в день, без выходных, в одиночку и с тренерами привели спортсменов к таким результатам. Заниматься без тренера результат никакой. А вот сейчас, когда в прошлом году познакомился с Цинк Артуром, он стал вот наставником. Он сейчас уже, кстати, выполнил мастера спорта международного класса и вот занимается с нами. Поэтому есть результат. На спортивное мероприятие было отведено 3 дня. Первый день – взвешивание, во второй уже начались сами соревнования. На 9 помостах спортсмены со всего мира боролись за звание лучшего. Ленские богатыри выступали в весовой категории до 100 килограмм. На каждое из 3 упражнений – жим лежа, становая тяга и приседания – отводилось по 1 минуте. Я присел 305 килограмм. В жиме немножечко я хуже показал, 190 всего, хотя на тренировке 197. Ну, тренировка есть тренировка, тут есть место для ошибок, на соревнованиях этого нет. И в становой тяге я травмировался на первом подходе и дальше не смог продолжать, 275 килограмм. И на этом мои соревнования закончились. Андрей признается, что к званию мастер спорта шел долгие 12 лет. Сегодня он его получил, но на этом останавливаться не собирается. Впереди новые цели. Есть еще непокоренная вершина, съездить на Дальний Восток и в Федерации IPF. Попробовать выполнить тоже мастера спорта. Алексей Островский побил рекорды всех участников соревнований. Его результат – присед 295 килограмм, жим лежа 210 и становая тяга 290 килограмм. Норматив мастера я перевыполнил примерно на 40 килограмм. Поставил свои личные рекорды как в жиме, так в становой тяге были там личные рекорды. То есть таких весов я не поднимал раньше. Алексей признается, что выиграть ему было несложно. Еще один ленский пауэрлифтер Федор Сидоров из-за полученной травмы руки снялся с соревнований. Хотя шансы на победу у него тоже были велики. Но молодой человек не расстроен, признается, что все еще впереди. По словам спортсменов, одержать победу на чемпионате «Золотой тигр» им удалось благодаря своему наставнику Артуру Цинк. За поездку пауэрлифтеры выражают благодарность спорткомитету, который оплатил им проезд до места проведения соревнований. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. На этом программа подошла к концу. Мы продолжим следить за развитием событий и держать вас в курсе новостей. Спасибо за внимание и всего вам доброго.